Вот я хотел спросить, вы говорите, 2 месяца вы работаете в режиме использования подушевого Да. финансирования. Вот сколько вы сформировали дополнительно детей, групп за счет этого финансирования? По спорту не так много у нас добавилось, потому что мы берем ровно столько, сколько мы можем унести, как говорится. Например, вот по тэквондо мы добавили еще одну группу, по акробатике в основном по одной, по 2 группы. Очень большую нагрузку получил танцевальный кружок, было 3 группы, стало 7. Отлично. Рисование тоже было 3, стало 11. Шахмат у нас не было, вот мы сейчас благодаря этой программе смогли запустить. На самый младший возраст это дети с 4 лет. Батыр необоснованно нагрузили функциями по содержанию всех спортивных дворовых площадок. Это не свойственная функция для центра Батыр, этим должен заниматься спортсервис. Спорткоммунсервис. Центр Батыр должен заниматься непосредственно тренировочным процессом по дзюдо. Все, вот это принципиально важно. У нас 2 девочки будут участницами чемпионата Азии, в Дубае поедут, потом 2 мальчика по юношам примут участие, дай бог, уже игры, будут у них молодежные игры в Казани, всемирные молодежные игры, поэтому сейчас молодежь есть у нас. Как наши позиции вообще в республике сейчас? Мы Область. на счету, на хорошем счету. Мы сейчас уже конкурентные. Это перед нами универсальная площадка, на которой можно будет играть в баскетбол, волейбол, организовать другие подвижные игры. И 2 гимнастических городка. Один городок будет полностью как гимнастический с брусьями, и второй это будет воркаут. Беговое, еще что будет? Есть беговая дорожка, 100-метровка проходит, 100-метровка, и вокруг будет обязательно. Самое главное, у вас открыто, да? Всегда открыто, всегда открыто. Вот как раз таки это вот пример. Взяли парковку университета, превратили в стритбол площадку. Да? Пожалуйста, открытый полностью для всех.